Это сейчас Сергей Чарушин бегает в припрыжку, но еще неделю назад об этом можно было только мечтать. Его привезли в реанимацию республиканской больницы с подозрением на инсульт. Дежурные оперативно провели диагностику и оказали первую помощь. После обследования выявили патологию в области сердца. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, шутит, что надо было меньше работать и побольше отдыхать. Условиями же в больнице доволен. Чтобы вылечиться, необходима больница. И по больнице, если сказать, это не обязательно потолок, стены и крыша. Какие работают специалисты, от них очень многое зависит. Фактически все для выздоровления пациентов. Руку своего мужа Виктория Ельцова не отпускала ни на минуту. Сначала она была в ужасе, но врачи быстро ее успокоили. Открыто рассказали о всех рисках. Говорит, мужа буквально чудом вытащили с того света. Женщина убедилась, в больнице работают профессиональные специалисты. За Сергея переживали и друзья, у которых супруги здесь гостили. Все родственники, большая дружная семья, и все родственники очень беспокоятся за Сергея. Все звонят, все спрашивают, все пытаются чем-то накормить, хотя ничего нельзя. Но здесь это не только республика хлебосольная, и щедрая, но и очень хорошие люди. Я думаю, что республика славится своими людьми, и больница отличнейшая. В Ингушетию гости из Магадана приезжают уже во второй раз, чтобы поближе познакомиться с красотой Кавказских гор и гостеприимством местного народа. Мы узнали о том, что последний защитник Брестской крепости – это ингуш. Я был, если честно, удивлен. В истории, в учебниках нам об этом вообще ничего не говорили. Ездили, возил нас Муса в Северную Ингушетию, где сторожевые башни, пограничники, горные реки с вкусной очень водой, горы, красивый воздух, его хоть ложкой можно кушать. У Сергея Чарушина ранее уже были проблемы с сердцем. Врачи отмечают, причиной для инсульта могли стать смена климата и вредные привычки, а именно курение. Скорее всего, из-за смены климата у него поднялось давление. Скорее всего, у него обычно у нас бывают ночные инсульты. Скорее всего, он либо сорвал ритм и случился ночной его инсульт. Обычно в основном бывают ночные инсульты. Иногда бывает без причины. То есть по ТУАС, у нас есть шкалы ТУАС, по ТУАС не уточнено, либо кардиоэмболического. По сердцу у нас все спокойно. Есть, конечно же, гипертоническая болезнь, но нарушение ритма мы не нашли. Нету там нарушения ритма. Проделали ЭКГ, проделали УЗИ сосудов шеи. Сосуды шеи тоже чистые. Благодаря профессионализму врачей последствия инсульта удалось минимизировать. Заведующая реанимационным отделением Элина Нальгиева отмечает, своевременное поступление в больницу сыграло не последнюю роль в таком скором выздоровлении пациента. Сергея восстанавливали без неврологического дефицита. В первые сутки он не мог глотать, разговаривать, был частично парализован, а уже через 3 дня пришел в себя. У нас все получилось. Когда родственники и больные верят в докторов, у докторов все получается. Выписать Сергея Чарушина планируют через 2 недели. У него с супругой уже готов план дальнейшего путешествия. А в Ингушетию они приедут еще не раз. Заверили, обязательно навестят и врачей. Амина Зязикова, Магомед Героев, Магаз 24.